По новым правилам будут принимать в школы детей в наступившем 2021 году. Ранее подача заявления от родителей и законных представителей первоклашек, будущих первоклашек, начиналась не позднее 1 февраля, но теперь сроки изменились. Обсудим детально прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Жанна Миникеева, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Башкортостана. Жанна Вильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем от вас подробностей, в чем суть новых изменений по приему в школы, да, с 1 сентября и почему принято это решение. Начнем с того, что действительно осенью 2020 года был принят новый порядок приема в школы. Это приказ Министерства просвещения Российской Федерации за номером 458. И самое главное изменение касается сроков подачи заявления на прием в первый класс. Причина одна – сократить количество очередей, уменьшить затрачиваемые нервы родительские и немножечко облегчить работу школы. С этого года прием заявлений по закрепленной территории будет начат с 1 апреля и завершится он 30 июня. А вот на свободные места детям с незакрепленных территорий, с иных территорий можно будет приходить и записываться, начиная с 6 июля. Ну, конечно же, не позднее 5 сентября, когда уже, собственно говоря, идет образовательный процесс. Если родители или законные представители захотят поменять школу, то какие правила здесь? Да, это другой немножечко порядок перевода из одной школы в другую. Этот порядок тоже существует, он не поменялся. Для этого родителю достаточно написать заявление в той школе, где уже ребенок учится, о том, что он куда-то переезжает и переводится в другую школу. Обязательно в заявлении нужно указать ту школу, куда планирует родитель перевести этого ребенка. Ну, конечно же, только в том случае, если та школа имеет свободные места для приема этого ребенка. И опять, конечно, многое будет связано с закреплением территории. Каким образом подаются документы очно, либо в дистанционном формате? Новый порядок предусматривает несколько вариантов подачи заявления. Можно прийти в школу, написать заявление очно, как это было традиционно, и многие родители, когда идут в школу очно, они как бы убеждаются, что заявление принято, поставлен регистрационный номер и так далее. Можно подать заявление с помощью почтовой связи, то есть положить заявление по установленной форме и все копии необходимых документов в почтовый конверт и отправить его. Желательно с уведомлением. Можно подать заявление электронным способом, то есть написать заявление, отсканировать, приложить скан копии всех необходимых документов и отправить на электронную почту школы. Можно воспользоваться официальными порталами государственных или муниципальных услуг. Вот такие варианты. Самый надежный способ, на ваш взгляд, какой? Я думаю, что самый надежный способ, когда воспользуются порталом госуслуг, либо у нас существует отдельная вкладка ВАИС образования, кстати, это очень она направлена портал. На зачисление, прием детей в школу. Вот. И второй надежный способ – это прийти собственными ногами и написать заявление собственноручно. Давайте поговорим по рекомендациям для родителей, которые готовят своих первоклашек. Вот сейчас самое время проговаривать с ними, да, будущий поход в первый класс. Вот какие рекомендации здесь могут быть самыми эффективными? Если ребенок ходит в детский сад, то он уже достаточно социализирован. В детских садах реализуются образовательные программы, которые и интеллектуально готовят ребенка к школе и психологически готовят ребенка к школе. Если родителю кажется, что подготовка в садике недостаточно, он может обратиться в любую школу, которая реализует подготовительные программы к школе. Конечно же, школы их реализуют на платной основе, потому что нет у нас никакого перед школой обязательства проводить бесплатную подготовку. Это отдельный вид программ, это дополнительное образование детей, и поэтому родитель, если ему хочется, если он видит, что ребенку недостаточно подготовки в садике, он может обратиться в школу и такую платную образовательную услугу купить. Вот. В принципе, даже если ребенок не ходит в детский сад, а занимается дома, здесь нужно родителю смотреть, насколько социализирован ребенок, насколько он психологически готов принять новых взрослых людей в свою жизнь, впустить, контактировать с новыми незнакомыми ребятами. То есть здесь, наверное, я советую, как мама, которая прошла эти этапы, как бабушка, у которой тоже внук готовится поступать в первый класс. Я думаю, что здесь нужно ребенка вовлекать в коллективные какие-то формы
взаимодействия с детьми, в коллективные виды деятельности, вводить куда-то, может быть, в систему дополнительного образования, в кружки и секции. То есть ребенка нужно социализировать. Ну и для родителей ведь это тоже стресс. Для родителей это стресс, конечно, потому что любая мама переживает, что... любая мама ведь своего ребенка воспринимает как беззащитное существо, хотя на самом деле это не так. Ребенок может постоять за себя как в коллективе, так и с отдельно взятым противником, скажем так, да, собеседником. Вот, мамы будут переживать, как он поведет себя в классе, как он сможет сходить в туалет, это немаловажно, как он спустится в столовую, будет ли есть он ту еду, которая приготовлена в школе, ведь любая мама понимает, что в школе не носят еду в класс. Это в группе, в детсадовской, принесут и накроют, а здесь нужно добраться до этого места, где кормят, взять ложку, стаканчик. Мама будет за все переживать, поэтому маме тоже нужна психологическая подготовка. Здесь, конечно, самоподготовка, наверное, почитать какую-то литературу нужно, познакомиться заранее, возможно, с учителем, который примет этого ребенка в свой класс. Да и вообще есть такой хороший совет – познакомиться со школой заранее. И, кстати говоря, вот распространенный совет, и, кстати говоря, часто о нем говорит и министр образования и науки Айбулат Хажин, и нужно идти на учителя в первый класс, да? Вот как здесь правильно сделать выбор? Какую школу, какому Вообще учителю? Есть замечательное изречение о том, что самая лучшая школа – это та школа, которая находится во дворе дома. Это та школа, куда ребенок пойдет пешком, по дороге со своими ребятами общаясь, с одноклассниками. Ну и, конечно же, идут на учителя. А бывает так, что учителей много в параллели, и хочется выбрать самого лучшего, самого замечательного. Поверьте, подавляющее большинство учителей – это учителя, пришедшие в школу по призванию. Поэтому мамам советуем пообщаться с другими мамами, с мамами той группы выпускной, подготовительной группы в детском саду, послушать, что говорят братья, сестры, что говорят родители, ну и поговорить, конечно, с завучем школы, если есть такая возможность. Она всегда есть, потому что любая школа собирает собрания будущих первоклассников, родителей будущих первоклассников и дают такую возможность. И если мы говорим о подготовке детей в школу, как правило, в таких занятиях по подготовке участвуют чаще всего учителя, которые набирают первые классы. Это вот реальная возможность посмотреть, как работает учитель, как он общается, как он строит отношения с ребятами и с родителями. Должен ли ребенок уметь писать, читать, и вот какие навыки должны быть уже у него очень хорошо получаться? Ребенок не должен ни читать, ни писать. Если он это умеет, это хорошо, но к этому не надо стремиться во что бы то ни стало. У нас родители часто перегружают своих детей, требуя их считать до 100, знать алфавит. Бывают случаи, когда ребенка, дошкольника, заставляют учить таблицу умножения. Нет, это все не нужно делать насильственным каким-то способом. Ребенку важно понимать, что его окружает, окружающий мир, логику событий понимать. Конечно, важно ребенку понимать, где квадрат, например, где треугольник. Ребенку важно понимать, где домашние животные, где дикие животные. То есть вот эти элементарные способности к классификации, к выделению, элементы анализа, синтеза, это то, что не описать словами и не измерить в один раз, так скажем, да? Ведь взрослому кажется, что если ребенок умеет считать до 20, он молодец. А если он может сложить 100 плюс 50, он супер молодец, он готов к школе. Нет, готовность к школе измеряется немножечко другими параметрами. Жанна Вильевна, еще такой вопрос, немножко атмосферный. В прошлом году из-за пандемии коронавируса 1 сентября было, в особенном формате проводилось, да, вот первоклашки, они смогли прочувствовать этот праздник. Мы понимаем, что многое зависит тоже и в этом году, как День знаний будет проходить, но тем не менее, вот у нас в республике какие традиции есть, и каким днем, в каком формате День знания стараются провести, чтобы настроить и преподавателей, и родителей, и школьников вот на получение знаний. Обязательно 1 сентября будет День знаний, и это нужно понимать всем, несмотря ни на какие вот такие препятствия объективные, которые возникают в нашей жизни. И обязательно взрослые приложат все усилия, чтобы и первоклассники, и выпускники, и те ребята, которые переходят с одного уровня образования на другой, получили этот праздник в традиционном формате.
Вот это самое главное. И родителям мы только желаем взаимопонимания, если вдруг ситуация каким-то образом ухудшится и школа постарается ограничить приход родителей на свою территорию, мы просто просим родителей понять, дети без праздника не останутся. Спасибо большое, Жанна Вильна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Жанна Миникеева, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Башкортостана. И мы говорили о новых правилах, которые вступают при приеме детей в первый класс в школу. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.